Представьте себе древнее татарское село, мечеть, медресе, старинное кладбище и традиционный уклад жизни. Здесь, на месте булгарского города XIV века, время течет совсем иначе. Это село Тубылгытау в Новошишминском районе Татарстана. Сегодня здесь живет менее 500 человек. Из них мужчин трудоспособного возраста всего около 130. За 4,5 года войны против Украины село потеряло как минимум 7 из них. Привет! Сегодня я расскажу, как война незаметно, но безвозвратно выкашивает татарстанскую глубинку. Само название Тубылгытау переводится как «гора, где растет таволга». Веками местные татары-мишари занимались здесь земледелием, хранили веру и строили семьи. Если зайти в соцсети местной школы, вы увидите подчеркнуто консервативный мир. Школьницы и учительницы в платках. Даже форма юнармии у них особенная. Но с началом полномасштабного вторжения этот закрытый мир столкнулся с катастрофой. Если в среднем по республике, по нашим подсчетам, на войне погиб каждый 135-й мужчина, то в Тубылгытау концентрация потерь почти в 7 раз выше. Погибло 5% трудоспособного мужского населения. Кто же эти 7? Это мобилизованные, добровольцы и заключенные. У каждого своя история, и почти все они стремительно обрываются. Артуру Бухарову было всего 23 года. Обычный парень, работал трактористом, потом оператором на Татнефти. 2 августа прошлого года он подписал контракт, а 20 августа погиб. Его служба на передовой длилась ровно 18 дней. А вот 29-летнего мобилизованного Ильназа Абдрафикова родные искали долгих 2 года. Его жена отказывалась верить сухим сводкам и надеялась на чудо. Но в феврале этого года село с ним простилось. У него осталось 2 детей. Но на фронт из Тубылгытау уходили не только по повестке или за деньгами с гражданки. Ильясу Закирову было 43 года. У него 4 детей и несколько судимостей. Последний срок он получил за то, что пьяным сломал нос участковому. Оказавшись в колонии строгого режима, спустя пару месяцев он завербовался в ЧВК «Вагнер» и погиб через месяц. Пример одного только села Тубылгытау наглядно показывает скрытую демографическую цену этой войны. Когда в населенном пункте остается всего сотни рабочих рук, потеря 7 мужчин – это не просто статистика, это демографическая яма, из которой маленькое село может уже не выбраться. Напомню, что Татарстан удерживает 2 место в России по количеству верифицированных потерь. Мы выдали реалии и смогли подтвердить гибель уже более 9,5 тысяч уроженцев республики. И эта цифра – минимум. Обо всех смертях нам неизвестно, но их количество растет каждый день.